все закипело. Короче, ребята, с вчерашнего дня мы живем в полевых условиях. Такая картина, что вот сейчас вскипятил воду, заливаю в термос. И в течение дня я буду пить чай с термоса. А почему так? Так, у меня старый термос. Многие писали, что надо с Алиэкспресса купить такую крышку, которая нифига не продается в Алиэкспрессе, не найти. Во всем виноват этот чайник, ребята. Я в августе брал чайник. У нас до этого был Philips чайник. Тоже начало протекать с нижней части. И в августе я брал новый чайник. Китайский этот. Дельта или что-то. И вчера, в один прекрасный миг, этот чайник перестал работать. Залил воду, поставил в чайник. Я не знаю, где-то что-то случилось. В общем, ток не идет. Здесь вот, если посмотреть вот тут, в этой части, где вот кнопка, там что-то щелкало, так такое, коротило как будто. Ну, ничего не сверкало, ничего так, чтобы опасность была какая-то. А потом разом все заглох. Ну, у меня еще гарантия не истек, гарантия не истек, и думаю, я отвезу. Отремонтируют или нет, не знаю, но просто я сдам этот чайник, пусть сами там решат, что делать. А пока я вот в таких условиях мы пьем чай с термоса. Завтра съезжу в город и обязательно куплю новый чайник. А это в запас, если отремонтируют, пускай будет. Вот такие делишки. Второе, что я вчера был стрим у меня, и про мышеловку спрашивали. Я как понял вот про эту мышеловку, которую я показывал, делал. Но вот у меня мышеловка заряжена, вон там приманка, обычно вата внутри, и она пропитана растительным маслом, которое вонючее растительное масло. И мышка туда залетает, вон там преграда для него, 2 нитки. Он прогрызает и попадает в петлю. Петля стоит вот тут. Хорошая мышеловка, уловистая. Ни одну штуку, вон весь в крови уже. Ни одну мышку я ловил на эту мышеловку. Рекомендую делать. Просто в интернет зайдите и посмотрите про мышеловку самодельную. И выйдет такая конструкция. Я там присмотрел. Это не я сам придумал. Это я присмотрел в интернете. Я попробовал, сделал. И сейчас уже даю совет, что мышеловка рабочая. Можно несколько штук сделать на одну широкую доску, несколько штук. Там сразу по несколько штук будет ловить мышеловка. Это я пробно так сделал. Хотел еще с другой стороны вторую сделать, чтобы 2 мышеловки в одном получилось. Но это все так и оставил. Вот. На улице сейчас начало расцветать. Туман такой сильный был. Сейчас вот более-менее только на речка осталась. Сперва с утра такая же картина была, потом все в тумане было. А сейчас опять рассеивается, может ветерок сейчас поднимется. А пока безветренно, дым с трубы идет прямо ввысь, вверх. Сейчас, наверное, я оденусь и сходим к речке, там переправа, посмотрим на Буране, если что, там возле островка. Заодно собаки погуляют со мной. Ну, вчера целый день был снег, сегодня более-менее как-то ночью снегопада вроде как не было. Буквально полсантиметра осадок выпало и все. Ладно, сходим к речке. Самолет шпарит. Очень высоко. Сегодня главного бездельника отпущу на волю.
тихо бегает. Локенбон. Далеко не убегай. Яйда. Давайте сходим к речке, ребят. Пусть погуляют собаки тоже. Ах, тула! От теплотрассы не замерзают тут. Всю зиму такое состояние. Можно даже червяков на рыбалку искать. Проехал бура. Следы. 2 раза уже. 2 следа. Я как смотрю туда и обратно. Проехался. Лыжная трасса проходит. Вот здесь школьники там с горы спускаются. Здесь круг такой делают. Снова на горку. И возле базы там еще. Наверное, кружок такой. Каждый год тут гоняют. Народу вообще нету, тишина. Здесь туман на речке. Ну, подходим уже к речке. Слышите, какой приятный хруст под ногами сегодня. Снег так хрустит, потому что мороз не сильный, не крепкий. Именно вот такой, какой хотелось бы. Не холодно и не жарко такой. Ай да, меняет, блин, беспризорница. Тут какая-то тропинка есть. На лыжах вроде как только ходят. О, блин, не выдерживает мой вес. Тула! Что там? Он летит. А вон мой найдет. Вон кто-то ходит. Не то рыбак, не то непонятно кто. Вот смотрите, какой туман сидит сейчас над рекой. Обалдеть. Что за спортсмен там без лыж, без ничего? Собаки лают. Пугают. А, Ванька. Наш человек, знакомый. Ванька бродит. Так. Тут тоже лыжня. Уже мощная лыжня. Я надеялся, что рыбаки здесь будут. Вон такой, как потолок. О, как потолок тут. Здесь вот именно. Гуляет не беты. Гуляю я, гуляю. Здесь, в принципе, можно проехать на буране. Протоптать все это дело. Потому что много уже тут ходили на лыжах. Рыбаков нету. Обычно вот здесь рыбачат. Тишина. Трактор едет. Ну, лед крепкий. Сейчас уже и на ТТ-4 уже переезжали. Переход хороший сейчас через речку. Физзарядка. Лох! Тула! Не пугай людей. Лох! Не со зла он лает, в принципе. Не со зла.
Мирный пес. А, Волтача. Enpa, ozveren. Ospaj. Tulan. Fospaj. Bak oluyor bu dışta. Bak. Просто гуляй там, да? Вон гуляй. Такой пейзаж красивый. Ну, след Лыжняного даже сегодняшний. Воды пока нету на льду. Да, воды нету. Нормально. Без воды. Лед. Можно на буране, в принципе, тоже здесь такую бураницу сделать, потоптать. И ради этого, в принципе, я сюда пришел, чтобы посмотреть переход. Вода есть или нету на льду. Но думаю, пока не стоит на буране сюда приехать. Потому что снега мало. И воды главное, самое главное, воды нету на льду. Кругом лыжня, обычный след там у собак. Все, деревня спряталась в туман. Видите? А здесь вот, ну, буквально вот от земли где-то метра 7 выше туман там стоит. Вот что я вижу, конечно, на камеру не передать там такую красоту. Вон мои бездельники. Лаквалы. Хрен подойдет тулан. Везде кругом отмечает. Так. Знаете, я, наверное, сейчас такой кружок тут сделаю. Потому что снег не такой глубокий. Пройду мимо кладбища по дороге и возле гаража через переход, через речку перейду там. Что-то нюхтит. Мон. На тулан. Завис. Сейчас вот присматриваю вот такие через такие кустарники, когда я иду. Все время присматриваю такие прямые. Лох! Туда! Что-то там вкусное нашел. Туда! Лох! 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 Что может так собаку остановить? Ответьте, пожалуйста, в комментарии, что такое она нашла. Я думаю, тут рыба ходит с собакой, у нее самка, сучка. И она самку отметила, может, там что-то. Поэтому кобель там нюхтит. Ну да. Телефон. Короче, позвонили сейчас. Дергают по телефону меня. И что-то я начинал про кустарник говорить. Но я имею в виду, сейчас присматриваюсь прямым кустикам, такие кустики. Ну, 2 метра высотой была. Сошки делать. И даже, думаю, всем советую с собой таскать сошки.
Но чтобы они какие-то вот легкие были. Вот тут прямослойные, вот, прямые вот деревья. Но это, конечно, чуть-чуть толстый, но потоньше надо. Вон кустики. 3 штуки срубить и из них сделать вот это хорошая штука. Вот, не толстая. И сделать сошки, чтобы когда стреляешь с карабина, чтобы прицеливаться, руки не дрожали и тряслись. Да, если что, можно сюда подъехать, срубить. Здесь есть такие прямые кусты. Ну или еще из какого-то материала сделать, чтобы она легкая была. Вот скажем, сейчас лыжные палки продают. Если лыжные палки 3 штуки, они компактные, легкие они, и из них сделать тоже вариант хороший. Или в тайге, если ты в тайге находишься, на скорую руку рубил там 3 штуки. Избушка одну ночь там возле печки подержал, и она станет легкой. Кругом у лыжников лыжня в сторону уходит, разные стороны, я имею в виду. И я вот сейчас пойду вон здесь, ну, в сторону гаража пойду. Просто вот бродим. Фу, ну и погода вообще сейчас. Вообще идеально. Очень хорошая. Я в сапогах вот таких. Эва. И такие сапоги, они легкие, теплые. Теплые у него в сапогах эти, которые подкладки. В комплекте, которые идут в сапоге. А сейчас я этот сапог одел на носки шерстяные, и мне вот чуть-чуть прохладно. Уже не так комфортно ходить. Прохладно мне. Ну, пока двигаюсь, это нормально. А скажем, если на рыбалке я так оденусь, мне будет холодно. Вон тулан. Он бродит. Какие-то следы, какие-то. Может, лисы тут ходили. Да, вон лиса прошла. Это и нюхтят они. Ну вот, там уже какая-то колея тракторная. Какая-то техника прошла. Легче будет идти. Все заросло тут. Кругом поля были. Эстакады. Лес разделывали, пилорама там. А сейчас зарастает. Вот так. Мышка прям скакала. Такие между следом один, получается, 20 сантиметров. 15-20. Такие прыжки у него. Или горностай, это маленький какой-то. Это, похоже на горностая. Похоже на горностая. Мышка вроде не должна, так и параллельно так идут следы. Маленький горностай. Если уж мышка-то, супер мышка должна быть. Он ушел куда-то. Айда по следу лисы ходит. Вот. Сюда она заходила, вот след лисы. Сегодняшняя тоже ночью проходила. В эту сторону она шла. Тулан испарился, я думал
по дороге он прошел, а здесь только следы у Айды. Дальше следов нету. Он, значит, где-то сзади еще. Опять куда-то он пропал. Я уже иду вдоль кладбища. Тут кладбище. Заходить не буду, снимать тоже не буду. Да. Бродит он где-то. Тут следы белки. Белка пробежала. Один след только вот. Раньше с рогатками здесь в этих лесах долбили после уроков. Очень много стреляли. Но каждый вечер после уроков мы сюда бежали и целые карманы камней. Но это уже инстинкт охотник. Не думайте, что вот вы получали от этого удовольствие. У нас было желание добыть. Уже с детства охотник себя считает добытчиком. И, туланчик. Хрен остановится. Он сзади, оказывается, был бродил. Ну, не оставил пока. Посмотрим, домой придет. Нет, сегодня. Вон на другом берегу уже тулан. Не слышит нас. Идет. Бежит в нашу сторону. Думал, оставит. Ну, пока держится. Сейчас летит. Я не знаю, как летит. Стали саки уже вынуть. Каждые 5 минут. Тула! Один трактор уже отсюда убрали. Сейчас на буксире его перевезли. И думаю, этот трактор тоже уберут. К-700 разобрали на запчасти, как говорят. Восстановили другой К-700. Сейчас тоже иногда бывает сюда, здесь снег убирают. Редко приезжают. Бывает, если таежную дорогу чистят и по пути в них же заезжают. КамАЗы тоже отремонтировали. 2 КамАЗа. Так что только трактора в утиль ушли и К-700. А КамАЗа, ну, это другие предприниматели. У них другого варианта нету. Хоть как, но надо восстановить хоть какую-то технику. Ну вот, сейчас перейдем речку и пойдем домой. Туман пока не рассеивается. Какая прогулка у нас получается. Не запланировано, просто пошел к речке, а вот такой кружок сделал. Все стареют дома. Сколько уже заброшенных домов. Кругом вот так посмотришь. Везде нежилые дома. Тут тоже из бруса новый дом построили. Также никто не живет. О, тулан появился. Я думал, все уже. О, первая драка. Боится. Нет. Не драчун он у меня. Не умеет драться. Да и вторая собака тоже какая-то спокойная. Ну гулять, мам. Учитывая. Так, давай пойдем. Пошли. Ла, не будем трогать. Звук зубов. Ла.
мало себя защищает. Хорошего не жди от него. Ладно, центральная дорога у нас. Много бездомных собак. Ну, у всех хозяев, в принципе, есть, но на зиму я не знаю почему. На всю зиму отпускают. Даже не кормят, я думаю. Вот так бродят, ищут. Про заборы много раз спрашивали, почему такие заборы у нас низкие. Или вообще нету забора. Там в селе остались единицы коров и козы некоторые держат. А если хочешь ругаться с соседям, ты держи козу, и будут проблемы. Так и есть. Две козы бегают по селу, и приходится заборы ставить, чтобы на огород не лезли. Одни проблемы от этих коз. Тут тоже старый дом. Стекло разбито, блин. Это сейчас, наверное, в этом году разбили, потому что раньше такого не видел. Вот под крышей, смотрите, сколько бревен. Раз, два, три, четыре. 4 бревна, получается, под досками. Так, подожди, 5 даже, 5. 5 бревен. И там тоже 5. На 7 метров длина доски. Раньше много ставили, чтобы не провалился крыша. Снега много было. 1,5 метра и глубже. Тяжесть веса много. И крышу усиленно ставили. Под крышей бревна много ставили. А вот следующий дом, если посмотреть, вот тут у нас 5 бревен. А скажем, если соседний дом. Вот у нас получается на 7 метров длина доски. И бревен уже 4. 4 бревна. По-разному делали. Там тоже 4. В основном 4. Но это молодой еще дом. А тот вообще старый. И не такая крутая крыша у него. Может, из-за этого так. Там, я смотрю, тоже 5. Ну и там уже шире крыша. Ну, про дома, конечно, надо отдельно фильм как-то замутить, потому что почему такие дома, почему такие высокие, еще какие-то вопросы. Очень много вопросов было про наши дома, комы. Тут вот тоже уже 4 бревна. Ну да, в основном, ребята, оказывается, 4 бревна ставили. А тот старый дом, он 5 бревен. Покрепче сделана крыша, усиленнее. Для интереса тоже взгляну. Ну вот я смотрю, тоже под крышей 4 бревна. Это дом строил для нас дед. Тоже под крышей 4 бревна. Вот. Старые дома, вон тот уже, там уже больше. Это пораньше дом делали. Там больше бревен. Но не будем зацикливаться на этих бревнах. В общем, поход заканчиваем. Спасибо, кто досмотрел. Тулану не убежал. Вот вам и ответ, почему я не отпускаю Тулану на волю. Тулана на волю. Потому что он убегает и разведка зашла. Айда. Убегает и может быть до вечера и не придет. Сейчас не знаю, она зайдет, нет. Айда.
Айда. Айда. Нет, не зайдет. Чуть позже, пусть погуляет. Лох прям, лох прям. Монтер, лох прям. Нет, не зайдет. Я ее уже знаю. Все, в общем, ребят, всем пока и до новых встреч.